Бишкек, наша столица, это сплошная новостройка. Темпы воздвижения новых многоэтажных домов колоссальны. Котлован, вырытый еще осенью, сегодня представляет собой несколько этажей будущего многоквартирного дома. Но если не брать во внимание общий облик столицы, об этом надо поговорить вообще другую тему, то из области экономики, бизнеса, рабочих мест, жилплощади меня это очень даже радует. Правда, есть в этом одно «но». Возможно, тот дом, который вырос рядом с вашей хрущевкой, Сталинкой, так называемая элитка, построен именно на вашем участке, который по праву принадлежит вам. Правда, об этом мы не знаем. О том, как чужой дяденька, возможно, построил не ваш дом на вашей земле, сегодня в программе «Ой-Ордо». И перед началом дискуссии, внимание на экран. У каждого есть свое право на землю, но не каждый может этим правом воспользоваться. К сожалению, именно так и обстоит дело с придомовыми участками многоквартирных домов. Не только в городе Бишкек, но и по всей республике. В один прекрасный момент участок, который вы считаете придомовым, вдруг огораживается, а вы узнаете, что хозяин земли планирует возводить на этом месте торговый центр или офисное здание. Кто виноват? Мэрия города, которая дала разрешение, главархитектура, которая определила границы, или регистрационная служба, узаконившая эти документы. Или, возможно, виноваты сами собственники жилья, не успевшие вовремя оформить все положенные документы. В результате всегда одно и то же. Хождение по инстанциям, бесконечные выяснения отношений и безрезультативные судебные слушания, которых можно было бы избежать, если бы все осуществлялось с высокой буквы закона. Законное право на землю – тема нашей сегодняшней программы. Экономить ваши нервы, учиться на чужих ошибках и повышать вашу правовую грамотность. Именно такие задачи стоят сегодня перед ток-шоу «Ой-Ордо» с Эркином Рыскулбековым. У нас сегодня в студии в гостях Халича Умралиева, председатель движения «Наше право». Халича, ну начнем с вашего письма рекомендации органам власти от общественного фонда «Наше право». В письме говорится, цитата: «Государственные органы и органы местного самоуправления, представляющие публичные институты власти, призванные защищать права и законные интересы своих граждан, играть ключевую роль в урегулировании, сглаживании и предотвращении возникающих конфликтов, сами стали источником этих конфликтов». О каких конфликтах говорится точно? Мы говорим здесь о тех конфликтах, которые возникли с момента 1999 года, с момента введения частной собственности на землю. Согласно законодательству, за зданиями и сооружениями советской эпохи, которые были к моменту 1999 году, закреплены земельные участки. И эти земельные участки стали частной собственностью владельцев этих зданий и сооружений. Есть два типа зданий. Промышленные здания, это заводы, фабрики, да, за которыми закрепили земельные участки в 75, 60, 40 гектаров. Да, и многоквартирные жилые дома, за которыми закрепили кому-то 10 квадратных метров на квартиру, кому-то вообще ничего не предоставили. Вопрос: почему не исполняется закон? Ведь если нам по закону предоставили, уже мы владельцы, это собственники этого земельного участка, то государственные органы должны просто молча закрепить и дать нам красную книгу. Кто участвует в этой красной книге? В оформлении этого земельного участка участвуют сами жители. Если у вас есть документы советской эпохи, акт об отводе земельного участка в бессрочное пользование, то вы берете эти документы, идете в госрегистр, и они вам должны на этот земельный участок дать красную книгу. Если же у вас нет первичных документов, то Бишкек архитектура должна по нормативам нарисовать проект этого придомового земельного участка, а потом госрегистр должен это закрепить. В чем вопрос? Кто Но создает конфликт? Проблема здесь в том, что вклинивается такой орган, как мэрия. Они все хотят, думают, что у них все вокруг принадлежит им, и они нам по кусочкам могут это предоставлять. И злоупотребление в предоставлении земельных участков со стороны мэрии, как распорядителя муниципальной земли, привела к тому, что они стали распоряжаться и той собственностью, которая им никогда не принадлежала с 1999 года. А собственность принадлежала жителям многоквартирных домов.
Вопрос. А почему? Есть дома, чьи придомовые участки еще не оформлены, нету Красной книги? Вы знаете, после введения в действие Земельного кодекса возник вопрос создания разработки подзаконных актов, которые бы определяли эти границы там, где нету первичных документов. В 2003 году было 575-е постановление, очень хорошее, все определяло, и нормативы, и квадратные метры. Но нашей мэрии и другим участникам этой кормушки не понравилось это все. И они в 2009 году появляется постановление новое, 198-е, подписанное Чудиновым. Там уже никаких нормативов нету. Что тебе нужно, земельный участок, какой размер? Вот ты выходишь, мы тебе можем дать там 3 метра от фундамента, а может 4 метра. По бокам и сзади это наше, все муниципальное. И Данияр Токтогулович стал эту землю активно продавать. На него за это возбудили уголовное дело и дали 25 лет тюрьмы. Представитель этой мэрии, кормушки, Да. как вы назвали, Молдахмат Тезекпаевич Тезекпаев, начальник управления муниципальной собственности мэрии города Бишкек. Молдахмат Тезекпаевич, добрый вечер. Как вы поясните эту ситуацию? Так, объясняю ситуацию. Как вы говорите, действительно принято новый земельный кодекс 1999 года. Все предлагающие территории, многоэтажные жилые дома являются общей собственностью. Да, сказано такого, предлагающая территория. Но само определения не было. Там тоже указано, что является собственностью, но долгое время определения такого не было, как и нормативы, положения. Только наконец-то вот через 2004 году 575 постановлением по определению положения, временное положение по определению придомового земельного участка многоэтажного жилого дома, там определено. А до этого процесс не останавливался с 99 года и до 99 и после 99 года выделялись земельные участки, да, действительно, Вот без учета вопрос, выделяли ПЗО, земельные да. участки. Кто должен выделять? Никто не должен выделять земельные участки. Они уже закреплены за этими домами. А вы все хотите что-то Давайте. кому-то Они выделить? сами присвоили себе Да? при так же нельзя же, Оспариваться. Молдахмат. Да, Давайте. пожалуйста, продолжайте. Вы говорите, да, согласно там, если там первоначальный прошлый документ, если имеется только отдельно стоящий дом. А многие дома, знаете, при Советском Союзе, когда отводило земельный участок под строительство многоэтажных жилых домов, министерство, допустим, ведомство, милежа, ваше капитальное строительство, отводилось там 50 гектаров, 20 гектаров, 30 гектаров, много на группы жилых домов. В том числе и социальные объекты. И вы посчитали, что эти 50 гектаров, они многовато? И по ним как можно определить конкретные определения конкретному дому? По нормативу. Не могли. Норматив только вышло там в 2004 году уже, 575 построение. До этого уже отводили земельные участки. Как можно определить, там пришел там, житель или там инициатор, собственники жилых домов, которые приватизированы 92 по 99 год отведено. Масхат Эмирбекович, у нас есть сейчас дома, но их больше 2000, по-моему, в районе 3000 многоквартирных домов в Бишкеке, у которых нет до сих пор точного земельного участка, который отведен. Есть на сегодняшний день. Есть такие. Сколько их? Точно количество неизвестно. по моим данным, вот, сегодняшнего с выходом нового положения, вот, последнего, вот, 190, это 50 постановление, 50 от временное. 15 февраля, временное положение. После выхода только в архитектуре, по-моему, разработано, утверждено где-то 159 Домов? земельных участков, да, придомовых домов. Вот если по точной информации, Нарымбек Душикевич Исабеков, директор департамента кадастра и регистра прав на недвижимое имущество при ГРЭС Кыргызской Республики. К сожалению, я взял информацию только по городу Бишкек. По городу Бишкек имеется 2769 многоквартирных домов. 2600? 2769 многоквартирных домов. Из них только 4% или 117 придомовых земельных участков оформлены через Бишкекское управление госрегистра. То есть всего 4%. Из 2769 домов только 117 оформили А свои знаете придомовые почему? участки. Почему не оформляют? А потому что под шумок уже практически наши придомовые земельные участки проданы или переданы во временное пользование на 49 лет. Например, 5-й микрорайон, там было 2 бассейна детских, да? Взяли в 2006 году, отдали в собственность Меньшова и Хасанову. Они перепродали Байтур билдингу, и он
Представляете, когда это было, да? Они ничего не делали. Вот это бассейны стояли заброшены. А потом только в 2013 году они приходят с бульдозерами и начинают копать котлованы и уничтожать социальные объекты. Вопрос, а на каком основании? Ведь сначала не определены даже земельные участки вот близстоящих домов. Это привело к большому конфликту. Из-за этих домов пострадала прокуратура, да? Многие были уволены из органов прокуратуры, потому что вовремя не провели надзор за этими вещами, за нарушением закона. Нет, а что мешало жителям этих домов пойти и оформить себе придомовые участки? Вы знаете, их неграмотность? Первое, незнание, элементарно. Люди даже не понимают, что они собственники, что уже давно нету советской власти и нету государства, которое будет все это честно их признаюсь, датировать. я вас слушаю, и я понимаю, что я собственник дома, но только понимаю это сегодня, хотя живу в столице уже 16 лет. Второй момент. Те люди, вот здесь сидит Ринат Бекулов, Ибраимов 29А, он подал заявление об оформлении придомового земельного участка в 2006 году. До сих пор ему не оформляют придомовой земельный участок. Прошло 7 лет. Вот он 7 лет ходит по этим кругам ада, и ему не оформляют. А почему? Потому что это центр города. Ибраимова пересекает Бакамбаева. Понимаете? Да, пожалуйста. Вот УМС сидит, они отдали вот в ноябре месяце в аренду опять на 5 лет. Не согласия жителей никого. Под навес 300 квадратов. И опять проблема, круг пошел. А по-моему, там уже котловина. Не котлован, Там навес Байсук. стоит, Байсук. Ага. Так. Сейчас это конкретно еще будем рассматривать, а в целом вообще у нас новое положение принято было, последнее положение по представлению прав на земельные участки, это номер 288 от декабря 2011 года, согласно которой пока не будет определена ПЗУ, придомовой земельный участок, не рассматривается вопрос об выделении земельного участка. Если предполагаемый участок под проектное строительство отвод, да, через аукцион или конкурса, тогда, если она и расположена жилой застройкой, ближе жилых домов, допустим, кроме определенного ПЗУ, еще и проводится общее слушание с участием представителей ближайших домов, допустим, представителей ТСЖ, домкомов и самих жителей. А были общественные Таких еще не слушания? было. Может, микрофон, да, пожалуйста. Фальсифицированные документы сделали, архитектура там вся тоже замешана, и УМС. Участок крыши этот под окнами жителей. В этом вопросе. Дальше, я же, как и сказал, пока без общественного слушания и соответствующее оформление протокола не рассматривается. Общественные слушания и разрешение жителей – это обязательно. Да. После чего только подается архитектура, они подготовят заключение, потом только выносят на конкурс. А вы знаете, вот очень удивительные согласия жителей, как получаются эти застройщики или те, кто заинтересован получить земельный участок. Вот у нас по Ибраимова 181 было согласие жителей. В этом списке подписавшихся была женщина, которая до этого момента умерла 2 года назад. Это раз. Дочка подписалась за Да, нее. она тоже подписалась, с того света пришла и подписалась. Например, по другим участкам земельным есть такое, подписались вообще квартиранты. Дело в том, что подписывать какой-то документ могут только собственники вот этих жилых или нежилых помещений. Квартиранты вообще там никто в этом доме. Даже если, например, муж владелец, а я жена, я не имею права подписать, потому что я не собственник, собственник мой муж. А у нас там тещи, все, кто кому не лень, кого поймали или нет. И вот в последнее время я видела один документ, там муж подписал. Когда говорят, а зачем вы подписали? Он говорит, подумаешь, не будет действительно, я ж не собственник. Просто так подмахнул. И мы подмахиваем, даже не Абджол читая, Абсаматович Исаев, председатель Союза дольщиков Кыргызской Республики. Да, Абджол Абсам. Вы знаете, вот мне кажется, здесь проблема в чем? Проблема в том, что, значит, в закрытости работы мэрии. Например, кто видел генеральный план города Бишкек? Вот вы мне поднимите руку, кто видел города Бишкек, генплан. Генплан? под Да, грифом «секретно». генплан должен висеть на сайте города Бишкек.
И любой житель может посмотреть генплан, свой придомовой участок и сказать, да, вот здесь строится незаконно. И позвонить, например, в прокуратуру, в милицию, сказать, вот здесь незаконно, проверьте, пожалуйста. Знаете, у нас сегодня должны были присутствовать депутаты Бишкекского городского кенеша, которые за 15 минут почему-то поэтому они отказались приходить убегают к нам от на нас. передачу. Ну вот Это по закону, первое. по генплану. Дайте я доскажу. Значит, это первое. Второе, значит, это причина в том, что наши жители, значит, правовые безграмотные. Вот вместо вот нашим партиям, которые вот сейчас ходят, бегают за власть, дерутся, надо заниматься лучше гражданами. Вот как, например, партия МГЕК. Они, значит, подготовили юристов, подготовили специалистов. Значит, сейчас обучают председатель ТСЖ, домовых домкомов, чтобы вот эти домовые участки, они могли себе взять Красную книгу. Вот примерно так надо делать. И третье, мне кажется, просто мы должны, значит, в правовом поле жить. Если, например, поступил этот сигнал правоохранительные органы, они должны прийти и проверить, почему здесь строится, на каком основании. И любой человек, который, значит, незаконно строится, он должен нести ответственность. Вот, например, я Калищу поддерживаю. Можно я добавлю? Ну, вот как ответ, да, дальше, одну минутку. Согласно закону Кыргызской республики о государственных секретах, а генплан нашей столицы под грифом «секретно», секретом является информация, раскрытие которой может нанести ущерб экономической и национальной безопасности. Ну, не экономической, не национальной безопасности, по крайней мере, в генплане. Если Дело позволите... в том, что генплан никогда не был секретным документом. В 2010 году я лично ездила в Ош, где обсуждали генеральный план городов Ош и Джалабад, понимаете? И нам всем показывали, вот здесь будет то, вот это правовое зонирование такое, то же самое было. И вдруг в 2011 году все засекречивают. Почему? Потому что вот это все, что строится, оно строится вопреки генеральному плану. А самое главное, нет плана детальной планировки. Ханат, пожалуйста. Можно я добавлю? А потом спросим Бишкек глав архитектуры. Да, пожалуйста. Дело в том, что вот многие сейчас ведут такие разговоры, генплан не раскрывается, почему мы не можем увидеть генеральный план. Давайте возьмем статью 77 Земельного кодекса Кыргызской Республики. Что он гласит? Пункт 1. Генеральные планы городов определяют перспективу развития населенного территории, населенного пункта. Это документ прогнозирования. Глав архитектуры, да? Сейчас я доскажу свои мысли. Что юридические, правовые границы, правовые процедуры определяют? В Земельном кодексе в 77 статье тоже это раскрыто. Это правила застройки землепользования. И такие документы, вот Нарымбек Душикевич мне не даст соврать, мы в рамках с 2003 года, в рамках работ при поддержке проектов ЮСАИД по земельной реформе в городах Кыргызстана, кроме Бишкека, помогали совместно с местным самоуправлением разрабатывать вот такие правила застройки землепользования. Вот самый последний у нас документ это в городе Кант. Чем он примечательный? Тем, что здесь идет и текстовая часть, и картографическая, где в рамках территории, юридических определенных территорий города... по столице, по главному городу нашей страны, к сожалению, такого мы да, не вот сможем. по Канту, можете даже посмотреть, там идут две карты. Карты правового зонирования, где определяются регламентные зоны. То, что вы говорите, что можно строить. И второй карта экологических ограничений, то есть санитарно-защитные зоны, сейсмика. То есть такой масштабный документ, я думаю, Бишкеку не помешал бы. Нет, глав архитектуры мы сейчас спросим. Инициировать должен мэрия. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Рустам, звоню с города Бишкек. Ваш вопрос? У нас аналогичная ситуация. Мы живем в центре города Бишкек, район Учкудук. В общем, около нас, вблизи нашей территории, нашего дома, прилегающей территории, строят несколько жилых домов, элитных жилых домов. Вначале директор этой фирмы Борсан обещал, что прилегающую нашу территорию построит детские площадки. Кто живет, у нас пятиэтажный дом, кто живет на 5-м этаже, достроит 6 этажи. Ну, по согласию.
и сзади парковочную зону построить, дом покрасить. Но для этого нужно было перейти на ТСЖ. По этим документам все бегал Домком тоже. Сейчас, на данный момент, Домком, после того, как мы стали ТСЖ, Домком уехала в Россию. Директор, значит, обратился обратно к нам и сказал, что это все будет дорого, и он отказывается от своих обещаний. Но у вас подписи собирали, и вы на строительство разрешение давали? Да, подписи собирали. Ну, в чем вопрос тогда? Самое странное, наши люди продаются. Они продают свою собственность, не понимая, что собственность это навсегда. А покрасить стену своего дома, побелить, это могут и сами жители. И вы знаете, вот когда приходят, вот сейчас идет в 5-м микрорайоне, дом номер 1/1, да, идет собрание между жителями и застройщиками. Они пришли и торгуются с ними. Мы вам сделаем то-то, мы вам это сделаем. Товарищи, не верьте. После того, как будет вырыт котлован на вашем придомовом земельном участке, вам ничего не дадут, потому что уже поезд уйдет. Да, пожалуйста. Ну, а теперь Бишкек глав архитектура Асхат Темрбекович Тулебердиев, первый заместитель начальника. Добрый вечер. Я хотел бы в первую очередь ответить на звонок телезрителя. Дело в том, что для оформления придомового земельного участка не обязательно оформление ТСЖ. Может представлять интересы жильцов доверенное лицо. Необходимо оформить протокол собрания жильцов и написать заявление к нам, Бишкек глав архитектуру. Стоимость разработки проекта придомового земельного участка максимально 20-22 тысячи сомов. Поэтому это не так уж дорого, если учитывать, что дом будет многоквартирный. Поэтому, думаю, целесообразно будет не верить каким-либо слухам, а непосредственно обратиться в Бишкек глав архитектуру. Потом хотелось бы прокомментировать вопрос от нашего оппонента, гостя в студии, относительно секретности генерального плана. Генеральный план города Бишкек действительно является секретным документом. Постановлением, можно я отвечу, да? Постановлением 2006 года, постановлением правительства 2006 года данный генеральный план был засекречен. За разглашение обнародования данных генерального плана предусмотрена уголовная ответственность. При вступлении в должность каждый сотрудник, в частности Бишкек глав архитектуры, дает подписку о неразглашении. В свою очередь нами, Бишкек глав архитектуры, было 2 раза направлено письмо в правительство и ГКМБ с просьбой снять гриф секретности с генерального плана. Оба раза были отрицательные ответы. В данное время нами тоже проводится работа совместно с мэрией. Мы хотим дать предложение об обнародовании генерального плана без топографической основы. Генеральный план сам по сути не является секретным, является секретным топографическая основа генерального плана. Вот можно по поводу генерального плана? Да, конечно. Вот, например, Тураповская стройка, это 8-й микрорайон вдоль улицы Токумбаева, да? Согласно генеральному плану, там вообще не предусмотрено никакое строительство, потому что это охранная зона зеленая, это раз. Плана детальной планировки 8-го микрорайона в соответствии с новым генеральным планом 2000 нету и не было, понимаете? Поэтому все, что построили после 2006 года, это все незаконные стройки, и об этом у нас есть экспертное заключение наших заслуженных архитекторов, это раз. Второе. Если говорить о парковых зонах, там в генеральном плане я его выкинула, выкопировку из генерального плана, выкинула на Фейсбуке, на моей страничке можете увидеть. Там парк Победы замазан весь зеленым цветом. Там вообще никакого строительства не предусмотрено. Вопрос, на основании чего уменьшено прямо вдоль дороги, забрали и уменьшили территорию парка Победы. Возбуждено уголовное дело против. Генеральная прокуратура подала в суд о том, чтобы вот это все прекратили и признали постановление об уменьшении территории парка недействительным. Но что, еще неизвестно, выиграет Генеральная прокуратура или нет, потому что в судах теперь будут представлять интересы все вот эти арендаторы. А арендаторы у нас кто? Кто может построить громадный ресторан на Лото? Только богатые.
Знаете, мне складывается Края- впечатление, Можно что я- да? генеральный план Можно я засекречен не в целях национальной безопасности, а в целях безопасности Какая отдельных национальная лиц. безопасность? Здесь нету никакой национальной Если позвольте, я безопасности. прокомментирую Да, вот у тоже. нас, Можно, да? Вообще, Да, генеральный план, градостроительная документация. Из чего состоит градостроительная документация? В первую очередь, это генеральный план. Это общее развитие, это общая концепция развития города. В генеральном плане, к сожалению, не указаны четко границы зон. То есть примерное развитие, примерное расположение, примерный район указан. Детализация идет уже в плане детальной планировки, так называемый ПДП. Вот там уже конкретно Мы должны можем быть определены. обнародовать план детальной планировки? Конкретно должны быть определены, указаны границы, конкретно должны быть указаны, какие объекты там должны строиться, этажность этих объектов и так далее. Далее идет проект застройки. На сегодняшний день, в 2006 году был разработан и утвержден генплан, то есть утвержден генплан, да, но второй этап не был осуществлен. План детальной что, планировки, что его вообще подразумевается в по природе не вторым существует. этапам? План детальной планировки на сегодняшний день. Мэрия выделила 20 миллионов на сегодняшний день, то есть принято постановление мэрии о разработке ПДП центральной части города, да, предусмотрено на разработку ПДП 20 миллионов сумм. На сегодняшний день идут подготовительные работы к разработке ПДП. Но эта мера чуть-чуть запоздала. Но на сегодняшний день плана детальной планировки города Бишкек нет. Но самое интересное, Вот в вопрос, плане да, детальной со планировки. студии. А потом мы примем телефонный звонок. И никак не говорит о том, что парк можно уменьшить на 10, на 15, на 20 гектар. Вы Я с вами что? согласен, я не возражаю по этому вопросу. Еще я хотела бы тоже добавить и возразить вот немножко господину Тизикбаеву, УМС. Вот он озвучил сейчас такую вещь, что земля выдавалась на какие-то группы определенные домов, и поэтому невозможно определить, какому дому, сколько, какие границы определены. Министерство, ведомство. Да, это, в общем-то, неправильно, потому что сейчас наши жители, наученные уже нашими органами вот этому всему, и они сейчас все в архивах изымают документы, получают отвода земли. И вот в этих документах сейчас получили на прошлой неделе Московская 86 и Советская 127. Они получили отвод земли, где это действительно земля выдавалась группе домов, то есть домов и там организаций, и там указано, допустим, такая-то, такой-то участок земли выделен УМС. Такая-то, такой-то участок, указано количество, сколько выделено 9-этажному дому, количество земли выделенного роддому. То есть там четко указывается площадь жилого дома. Но почему им удобно так думать, что невозможно определить границы? Потому что, получив этот документ, сейчас Московская 86 увидела, что у них, оказывается, нету вообще земли. Ее выкупил господин Тайбаев, который выкупил, вот это политическая книга, Советская 127 раньше была, сейчас там аптека, магазин. Вот этот Тайбаев не просто выкупил землю, он еще уничтожил детскую площадку снутри двора, потому что эту землю выделили ему Вы в обращались аренду. в прокуратуру, Конечно, в сейчас суд? будем обращаться и в суд, и везде, и в прокуратуру написали сейчас. И результат? Мы только написали на той неделе, на прошлой неделе люди узнали, что у них, оказывается, нету земли. И частнику была эта земля выдана. А у вас, Хотя случайно, там четко написано... Исковая давность не прошла? Потому Нет, что- хотя там четко написано, сколько этому дому выделено земли. И поэтому они лукавят. Везде указано количество Да, пожалуйста. Да, выданной господин земли. Неправильно поняли. Согласно во всех положениях, которые 2003, 2008 и которые 2011 года, указано, что во всех этих положениях ПЗУ оформляется отдельно стоящий дом хозяина отдельности. Только в случаях, когда нет невозможности, вот это несколько жилых домов, тогда каждому отдельному ПЗУ и еще общедомовой собственности, который определяется отдельно. Ну, во всех, допустим, почему я говорю, допустим, вот она, микрорайона, Юг-2, я сколько память не помню, помню, на 55 гектаров земли отведен был УКСу под строительство жилого дома и это. Например, Восток-5. Там целая группа домов под строительство микрорайона была отведена земельный участок. Каждому отдельному дому не отведено. Если найдется действительно отдельный стоящий дом, правосудный документ, то есть местное самоуправление в тех временах, допустим, отвод конкретно жилого дома, тогда по этим документам могут пойти в госрегистр, оформляться Мы сейчас примем телефонный звонок, а потом ваши вопросы. Да, пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Я жилец дома номер 10 по улице Суеркулова, дом 10. У нас такой вопрос. На нашей территории начинается строительство жилого дома. В
С 1986 года эта земля была выделена Фрунзенским горисполкомом заводу «Тяжелектромаш» на строительство дома и, естественно, придворовая территория. В прошлом году начинается строительство этого нового дома на территории нашего двора. Значит, получается, что... А у вас есть красная книга на придомовой участок? Красной книги у нас нет. Но у нас есть документы на то, что эта земля была выделена в общее пользование заводу «Тяжелектромаш». Теперь эту территорию у нас забирают, и 7,5 соток, и начинают, да, на этой территории строительство дома. Мы писали, обращались и в мэрию, и в райисполком, в администрацию, в архитектуру. И нам сказали, что документы все оформлены правильно. Никто из жильцов дома не подписывал разрешение на строительство этого дома. Но И встреч с вами не было? Строительство, уже вырос фундамент. То есть проводились с жильцами встречи? Вы участвовали в каких-нибудь общественных... Конечно. У нас есть документы, мы обращались в организацию «Наше право», у них есть наше заявление. Суиркулова, 10. Суиркулова, 10, да. Приезжали комиссия, приезжали депутаты, выходили к мэру на прием, обещали разобраться, заморозить стройку, но мы понимаем, что наши все попытки заморозить эту стройку ни к чему хорошему не приведет. Самое главное, что дом, когда это 9-этажный построят, они загораживают 4-этажный дом и загораживают торец нашего дома. Наш дом будет находиться в темноте. По этому дому мы работали, и вплоть до прокуратуры мы несколько раз писали проект, они говорят, все нормально, а мы им говорим, здесь вот это нарушено, то нарушено. В конце концов, действительно, по-моему, возбудили уголовное дело. Но дело в том, что там маленький участок земли 7 соток, на нем можно построить громадный 9-этажный дом. Любой архитектор скажет, что нельзя. Потому что у этого большого дома должен быть придомовой земельный участок. Там ничего этого нету. А самое интересное, вот когда строили вот этот дом, «Тяжелектромаш», там была будка, в которой строители, держали там, отдыхали, кушали. И вот эта госпожа Касымбаева приватизировала вот эту строительную будку, а потом уже под приватизированную будку в собственность получила и в пользование земельный участок, придомовой земельный участок жителей этого дома. Это же просто абсурд, понимаете? И там есть и документы об отводе земельного участка, все есть. Но почему прокуратура до сих пор не решила этот вопрос, это тоже большой вопрос. По нашим данным, как люди говорят, сын этой Касымбаевой – это прокурор, один из прокуроров. Другой работает в мэрии, а папа сам архитектор. Вопрос. С такой мощной командой сыновей и мужей, наверное, можно пол Бишкека забрать. К сожалению, каждый раз все это остается слова, слова и слова. Строительная фирма, которая строит новый дом, до сегодняшнего дня берет землю под аренду на 49 лет. Это максимум, что можно взять. Согласно новому жилищному кодексу с поправками господина Молдобаева, жильцы, которые взяли эти квартиры, точнее, та земля будет передана в собственность этих жильцов. Вопрос, проигрывает мэрия? Конечно. Представляете, мэрия, да, а его землю берут и отдают безвозмездно вообще посторонним людям. Причем, разве получается, это справедливо? брал он мэрии, говорит, я у тебя возьму на 49 Да, лет, а потом возвращу. А построил дом, кстати, еще не построил, а уже распродал все квартиры, и, соответственно, земля тоже была распродана. Но у нас есть письмо Самарбек из Болтбекович Минюста. Болтбеков, директор департамента индивидуального строительства мэрии города Бишкек. Да, Самарбек. Здравствуйте, уважаемые участники. У нас чуть другой вопрос. У нас в части индивидуального жилищного строительства, но здесь могу прокомментировать то, что этим в первую очередь мэрия проигрывает, поскольку в соответствии с Конституцией защищаются все формы собственности, как частная, как государственная, так и муниципальная. Соответственно, мэрия своими... Почему мэрия не углядела тогда эти поправки, когда они вводили жилищный кодекс? Мэрия в свое время вносила свои предложения, но, соответственно, то есть они не были учтены. Здесь есть и тот вопрос, что в земельном кодексе там четко есть норма,
согласно которой строительная компания, то есть которая получила земельный участок во временное пользование, она не имеет права продавать квартиры, пока нету документов в собственности на земельный участок. То есть в практике в мэрии такое было, то что люди получали, раньше было, строительная компания получила во временное пользование земельный участок, дом построила, продала квартиры, а потом в мэрию обращается: уважаемые, нам земля ваша не нужна, потому что мы ею не пользуемся. И получается, право аренды они передавали жителям. И здесь нарушается право муниципалитета, то есть она от своего имущества, в частности земельного участка, должна получать какую-то выгоду. И строительная компания при продаже квартир, она уже закладывает стоимость земельного участка в стоимость квартиры, а при этом она сама и забирает. Ну, вот, Нарбек Бишкевич, ну смотрите. Нельзя сказать, что мэрия проигрывает. Мэрия, изначально зная, что этот земельный участок находится в аренде, она предоставляет в аренду. То есть она принимает эти условия игры. Да? И когда застройщик продает квартиру, он продает и долю в этом земельном участке вместе. И, соответственно, собственник... Долю аренды? Да, долю аренды. Он на тех же условиях, в том же объеме, что и прежний пользователь земли. То есть, получается, собственник, покупая квартиру, он покупает часть права временного пользования. Только так. А это возможно, да? Это юридически возможно, да? Вы знаете, это юридический нонсенс. Дело в том, что земля и здание, которое строится на этой земле, это единое целое. А вы представьте, здание в частной собственности, а земля не в частной, в аренде. Понимаете, вот таких домов очень много. И к чему это привело? Это привело к конфликтам уже в элитных домах. Дело в том, что, например, проспект Мира 17, правопользователь Нусубалиев продал свое право после того, как построил этот дом, да? И переходило, и сейчас последний правопользователь Сулайманов пришел и говорит: это моя земля, убирайте свои машины. А вот здесь я построю вместо крыльца, которое предусмотрено по проекту, я построю большое помещение. Что он и сделал в Теннисе Кейджи. И наша доблестная Бишкек архитектура, которой Гостехнадзор написал письмо официально, что нельзя выдавать здесь земельный участок не тот. Потому что у нас в студии есть гости, которые сегодня приехали специально с города Каракол, с города Ош. Пожалуйста, да. Я председатель ТСЖ Чонгтоғызбай Розалий Джумал Бешекевич. Я хочу сказать такое. Мы, жители города Бишкек, улица Фучика, да, придомовой территории, больше 15 лет не могли оформлять. Но благодаря Калычеже мы несколько раз выступали, доказывали, показывали. Вот я хочу сказать всем жителям, вот мы получили проект на этот придомовой территории. И так как у нас близко базара, там играют очень большие деньги. Поэтому хочу сказать, вот навстречу пошло, значит, Бишкек главархитектура. Короткое время, видите, проект они же сделали. Большое вам спасибо сказать огромное. И еще УМС, так как у нас придомовая территория была в аренду, да, они там большие деньги зарабатывали. Тоже УМС, тоже большое спасибо надо сказать, потому что вы отказали официально. Вот, но хочу сказать, один но до конца это придомовой территории оформлять до конца, получить Красную книгу, я бы попросил у всех присутствующих, чтобы содействовали дальше. Вот и могу сказать вот эти. Ну, я думаю, что в прямом эфире товарищи могут вам это обещать. Тем более, знаете, у нас придомовой территории сейчас находятся все контейнера, мы не можем добиваться, чтобы демонтировали. Спасибо. Я прошу прощения. Вот, город Ош. Я житель города Ош по улице Абдыкадырова, 164. Наш придомовой земельный участок, начали строительство на придомовом земельном участке. Рядом стояло общежитие, которое не имело придомовой участок, и заняли наш весь. Строят 10-этажный А у вас дом. Красная книга есть? У нас нету красной книги. Мы нету. ходили по инстанциям, никто нам ничего не дает. Ни архитектура, ни госрегистр. Везде мы получаем отказ. Мы не можем найти решение Совета народных Нарбек Бишкевич, ну вот прям как личная просьба. И там у нас один человек этим всем заправляет, который ничего на себе не имеет. Это Атамбаев Жалил. Но у него есть доверенное лицо Казуев Мамасалы Ширматович, который везде документы сделаны на него.
И он, все судятся с ним. Он занял даже, вот, в общем, захват земли идет по всему городу этим человеком. Атамбаев Жалил, он начальник милиции смены аэропорта, не знаем. Он начальник милиции смены аэропорта. На нем ничего нету. У него только доверенное лицо, и он их финансирует. Начальник милиции смены аэропорта. Так, и город Каракол, пожалуйста. Каракол. Да. Также по АШУ. Я представляю группу там водителей, у нас 520 гаражей. Вот этот вот Джалил вместе со своим помощником Казуем полностью отобрали нашу землю из-под гаражей. Об этом мы узнали, когда пришел бульдозер. Мы сейчас обращаемся во все инстанции. А гаражи вам принадлежали, у вас на них есть документы? Да, да. Начиная, я не знаю, с 80-х годов, как было выделено под строительство гаражей, все вот это вот документы есть. Есть квитанции об оплате. Каким образом они стали хозяевами, неизвестно. Факт то, что мы сейчас подаем все документы куда только можно, и в прокуратуру везде. Вопрос один. Как бы нам защититься от беспредела, который творит какой-то один человек? Судьи, куда мы обращались, уже полностью отказывают в рассмотрении или что-то еще. Прокуратура пока взяла, но пытается что-то. Везде написано. Да, я хотел бы обратить ваше внимание на один вот факт, да? Все мы говорим сейчас, спохватываемся после того, как появляется какая-то стройка на нашем придомовом земельном участке. Как я уже говорил, только 4% наших домов оформили свои придомовые земельные участки. Надо оформлять, не дожидаться, когда ваш земельный участок уйдет другому человеку. То есть по АШУ тоже вот получается, вы говорите, вот общежитие, оно не имело придомового земельного участка. Как оно не имело? Оно же стоит на земле, же это общежитие тоже имел. Ну, да. Поэтому я говорю, вот вам... Микрофон, но все равно она является недвижимым имуществом, она расположена на каком-то земельном участке. Да, то... Незаконным путем они это общежитие сломали. Теперь общежитие тоже хоть уже пишет, жалуется и в прокуратуру. Ну, ситуация везде аналогичная, я так понимаю. Речь идет о том, что есть процедура оформления этого земельного участка. И по этой процедуре надо оформлять свои земельные участки. Вот здесь я еще вижу. Да, пожалуйста. С 2010 года мы хотим получить ПЗУ, но это невозможно. Архитектура и госрегистр связаны между собой, и договоренность у них не давать документы. Хорошо, последние 3 минуты эфира. Бишкек, микрорайон Асамбайт, дом 3В, ЖЭК «Монолит». Дело в том, что у нас красная книга, все это есть. ПЗУ было предусмотрено 18-этажный дом у нас. А с правой стороны дома по ПЗУ у нас предусмотрена детская площадка, которую наша председатель передала в аренду в кафе «Вавилон». Это еще в 2004 году. Сейчас там хозяин «Вавилона» поменялся, и, как нам сказала председатель, мы оттуда пока аренду ничего не получаем. С правой стороны у нас насосная, которая принадлежит тоже нашему дому. Сейчас председатель пытается тоже на 49 лет сдать в аренду, причем по такой смешной цене 20 сомов квадратный метр. Вот. Мы архитектуру предупредили, что вот инициативная группа в количестве 15 человек подписались, что мы не даем согласия на эту аренду. Однако сейчас все равно председатель наш продолжает там собирать подписи под какой-то бизнес-центр. Мы обращались в прокуратуру, но нам сказали, так как это частная собственность, мы не можем вмешиваться. Это решается собранием. На тот момент собрание у нас сейчас кооператив, ЖЭК «Монолит». Часть собственников, то есть 50 на 50 у нас получается собственники жилья. 52 человека у нас получается кооператив. И вот 2/3 члена кооператива... Да, буквально 30 секунд у вас, Ханчан. Дело в том, что хотелось бы сказать, что вы, являясь собственниками квартир, не имеете права продавать этот земельный участок, потому что он закреплен за зданием, понимаете? Это общая долевая собственность, закрепленная за этими квартирами. Поэтому вы можете там,
это подкомок какой-то или еще что-нибудь. А Бишкек архитектура не должна давать разрешения нецелевого использования придомовых земельных участков. Никакого капитального строительства на ПЗУ невозможно. И если там приходят и начинают строить, это противозаконно, и прокуратура тут же должна прийти и сделать меры прокурорского реагирования. Асхат Темирбекович, Вы знаете, и последний, в еще нашем 30 доме вот секунд, детской вам ответ на площадки этот нет, вопрос. мы не Что можем Алексей сказал, вернуть в принципе, нашу это не детскую новость, это площадку. положение, во временном положении, утвержденном 50-м постановлением правительства от 15 февраля 2011 года, она прописана, в принципе, это не новость и необходимо соблюдать. Поэтому К сожалению, к великому злоупотребляют сожалению, наше время подходит к концу. Ну вот смотрите, участки расположены по следующим адресам, придомовые участки. 5-й микрорайон, дома 44, 50, 45 и так далее. 7-й микрорайон, дома 44, 45, 46. 8-й микрорайон, охранно-защитная зона. Земельный участок Бишкекского троллейбусного управления. 9-й микрорайон, по улице Суиркулова, 10. Вот звонили нам. 10-й микрорайон, земельный участок возле домов 19, 18. Микрорайон Восток 5, дома 6/1, 7/1. Микрорайон Восток 5, дом 1. По улице Гоголя 16. Улица Тохтманалиева 6. Улица Тохтманалиева 15. Улица Тохтманалиева 20. Микрорайон Юг 2. Возле домов 22, Юг 2, дом 4, 5, 6, 8. Что объединяет все эти дома? Там везде есть участки, мэрия которых передала в собственность или в аренду другим строителям, но стройка еще не началась. Уважаемые жильцы, у кого еще не началась стройка, ищи дома мы только что не перечислили. Если вы видите эту передачу, завтра же ждите оформлять свои документы, потому что, возможно, скоро вы утром проснетесь и с балкона своих увидите большой котлован, где игрались ваши дети. Поэтому увидимся. До новых встреч.